Здравствуйте, вы смотрите новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Сегодня в Государственной филармонии имени Халилова состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. С 11 января по 22 февраля учащиеся школ города и республики сражались в интеллектуальных знаниях по 21 предмету, включая родной язык и литературу. Все подробности далее. В концертном зале Тув-Госфилармонии нет свободных мест. На торжественное мероприятие съехались умники и умницы со всех районов республики для того, чтобы лично из рук министра образования Тувы Татьяны Санча получить заслуженные грамоты и дипломы. Школьники Тувы стали победителями регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. Всего 167 призеров и 31 победитель из 950 заявленных участников. Хотелось бы отметить особо, что у нас в этом году есть победители по математике, по физике предметной олимпиады. Очень хорошие результаты и по литературе, по русской литературе. Неплохие результаты, есть победители, призеры по русскому языку, по обществознанию. Одним словом, практически все предметы показали, что качество ребят, которые участвуют в предметных олимпиадах, оно улучшается. Улучшается качество преподавания работы учителей с одаренными детьми. Всероссийская предметная олимпиада школьников – это массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными детьми в системе российского образования и проводится в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В Министерстве образования Тувы отмечают, что работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных учащихся на сегодня является приоритетным, особенно среди сельских детей. Я очень рада, что таких ребят из сельских школ оказалось много. Значит, сельские школы также уделяют очень серьезное внимание. Посмотрите, в этом году Харундакс прозвучал, Бирдак прозвучал. Это отдаленное все. Мугураксы, вы посмотрите, тот же прозвучали отдаленные сельские школы. Всероссийская предметная олимпиада – событие, которое помогает не только выявить талантливых детей, но и помочь им определиться в профессиональном плане. Ученица старших классов гослицея Тувы Алсу Абдышева в будущем видит себя в профессии финансиста, но сегодня получила награду победителя, не связанную с вычислениями. Мне с самого начала, с самого детства был интересен этот предмет. Я участвую в олимпиадах еще с 8 класса и почти в каждом году занимаю какие-то места. И, мне всегда было интересно общество, как люди взаимодействуют между собой и все такое. И очень интересно состязаться между другими людьми, потому что так ты показываешь свои надпредметные знания, поэтому это очень интересно. Сегодня помимо юных интеллектуалов чествовали и их педагогов, подготовивших победителей. Им также были вручены грамоты. К олимпиаде нельзя подготовиться за полгода, за месяц. Это должна быть системная работа. И результат дополнительных занятий, несмотря на то, что она занимается в классе физико-математической направленности, вот уже 5-й год, у них достаточно большой объем занятий и обязательных, и дополнительных, и по математике, и по физике, она находит время для того, чтобы читать другую литературу и решать обществоведческие задания. Единственным в республике абсолютным победителем по русскому языку стал Максим Вершинин, ученик 11 класса школы номер 12 Кызыла. Юноша говорит, что эта награда не только его, но и учителя, которая, не жалея своего времени, занималась с ним по русскому языку. Мне помогала моя ученица по русскому языку Мохова Альтина Степановна. Она очень интересно преподает русский язык. Она нас не заставляет учиться, у самих появляется желание делать домашнее задание и учить русский язык, потому что она заинтересовывает нас. Когда я узнал, что я победитель по русскому языку, я обрадовался. Конечно, единственный среди всей республики победитель по одному предмету среди 10, 11 и 9 классов. Стоит отметить, что работы школьников оценивали преподаватели Тувинского госуниверситета. Работы участников были закодированы, то есть без личных данных, кто этот ученик и из какой школы. Все результаты объективны. В Министерстве образования Тувы отмечают, что победителям не стоит расслабляться, потому что впереди последний всероссийский этап.
И о новостях экономики. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об обязательном переводе всех бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы МИР с 2018 года. Законопроект предусматривает, что все российские банки должны подготовить свою инфраструктуру для приема карт МИР до 1 июля 2017 года. Центробанк предложил в среду внести поправки в законопроект по второму чтению. В частности, регулятор предлагает пересмотреть сроки перехода на карты МИР для пенсионеров. Карты МИР будут выдаваться им по мере истечения срока действия имеющихся у них в настоящее время карт. Этот процесс должен завершиться к 1 июля 2020 года, говорится в предложениях Центробанка. Владимир Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. Приватизацию не стали ограничивать интересами узкого круга лиц и временными рамками. Напомню, процесс передачи государственной собственности в частные руки идет с 1992 года. Сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017. И вот теперь она стала бессрочной. И в Туве за это время возможностью бесплатно приватизировать жилье уже воспользовалось большое количество людей, сообщает управление Росреестра. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 48 копеек, а евро 60 рублей 45 копеек. Самый излюбленный предмет верхней одежды большинства женщин, конечно же, шуба. Она согревает и позволяет выглядеть шикарно в самое холодное время года. Вы так и не смогли найти шубу по душе? Не расстраивайтесь. Специально для вас в спорткомплексе Субидей открылась выставка продажа «Знатные меха». Организаторы привезли около 1000 разнообразных изделий от классики до самых современных моделей. И что особенно приятно, на шубы действуют сезонные скидки. Шуба не как у всех. Это желание любой женщины. Организаторы выставки продажи «Знатные меха» это знают. Чтобы угодить модницам, они привезли огромный выбор моделей. Укороченные автоледи и шубы в пол разных фасонов и размеров. Поражает разнообразием и цветовая гамма. Модный дом «Знатные меха» ценит своих клиентов. Сертификаты качества есть на каждое изделие, а любая покупка оформляется в соответствии с законом о защите прав потребителей. Кроме того, все меховые изделия на выставке продажи чипированы. На каждой шубе висит свой код. Покупатель может забить код в интернете и узнать об этом изделии, где изготовлена, какая модель, из чего, в каком районе. Так что это защищает, что изделие не поддельное, а именно наше отечественное производство. Организаторы выставки позаботились и о том, чтобы шуба мечты была по карману. На выставке продажи действуют сезонные скидки до 30%. Шубы у нас идут от 15 тысяч и до 150 тысяч. У нас действует рассрочка до 2 лет без первоначального взноса и без переплаты. А также можем продать в кредит и за наличный расчет предоставить клиенту замечательную скидку. Выставка продажи «Знатные меха» будет работать в спорткомплексе Субидей до 26 февраля. Покупателей ждут с 10 утра и до 7 часов вечера. Торопитесь приобрести шубу мечты. Анастасия Маслова, Лев Маркарян, телекомпания «Новый век». Далее наш эфир продолжат новости короткой строкой. В ночь на Шагас с 10 вечера до 5 утра состоится прямая интернет-трансляция буддийских молебнов. Об этом написал глава Тувы в своем блоге в социальной сети ВКонтакте. Вещание в интернете планируется с официального канала, прямой трансляции в youtube.com, прямая трансляция Тыва, на сайте tsi.tuva.ru и на волнах радиостанции «Голос Азии». Среди регионов Сибири больше всего банкротов зарегистрировано в Красноярском крае и Новосибирской области. Меньше всего в республике Алтай и Туве. Об этом сообщает издание «Твердый знак». Красноярский край наряду с Чукоткой, Бурятией и Московской областью также вошел в рейтинг самой высокой доли потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми счетами. Согласно действующему законодательству, проезд крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам Кызыла запрещен, но многие водители больших грузов игнорируют его и наносят ущерб автодорогам столицы. Чтобы напомнить о существующем ограничении, МУП «Дорожно-технический сервис» установила на верхней трассе 14 дополнительных дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено». Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России выросла на 1% и составила чуть больше 3726 рубля. Такие данные по итогам января приводит Росстат. Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, в него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания. От хлеба и молока до мяса, рыбы и фруктов. В
Кызыле готовится 26 февраля отметить Масленицу, проводить зиму. С 12 часов на площади Арата можно будет пройтись по подворьям, отведать блинов, поучаствовать в самых разных конкурсах. А в 13 часов состоится праздничный концерт и сжигание чучела Масленицы. Предстоящие выходные дни будут насыщенными. Программа мероприятий, посвященных проводам зимы Масленицы и празднованию Шага, будет разнообразной. Концертно-развлекательная программа, подготовленная Центром русской культуры, городскими творческими и трудовыми коллективами, начнется 26 февраля с часу дня. Кульминацией действия традиционно станет покорение масленичного столба. Смельчакам и ловкачам придется залезть на высоту 11 метров, чтобы получить заветный приз. Главным испытанием, в котором примут участие трудовые коллективы, станет смотр-конкурс на лучшее русское подворье. Немало внимания будет уделено праздничным угощениям на столах. К празднованию Шага 25 и 26 февраля в Центре тувинской культуры состоятся мастер-классы по горловому пению, игре на национальных инструментах, камнерезному искусству, плетению, конкурсу на лучшую национальную одежду, стрельбе из традиционного лука и поеданию пельменей. Театрализованное представление, посвященное празднованию Шага 2017, состоится на площади Арата 27 февраля в 13 часов. С наступающим Новым годом по лунному календарю жителей Тувы поздравил Буян Башкы. Шага – это новое время, новая жизнь и новые отношения. И все должны простить, забыть обиды, негативное, плохое. И тогда получается настоящая Шага. Я желаю всем, если вы люди религиозные, попросите прощения у святых за то, что мы вредили себе, другим. Мы понимаем, это вред, это алкоголь, курение, наркотики, а также мы телесное убийство, воровство в семье, мы говорили негативно, там, ложь, обман, клевета. Ну и также, конечно, мы думали негативно, это гнев, обида, злоба, ругательство и тому подобное. Это вред прежде всего себе и другим получается. Мы должны искренне раскаиваться, попросить прощения, и тогда, и после этого только должны встречать Шагая. Шагая, все мы желаем счастья, чтобы с утра до вечера мы напоминали себе, все мы хотим быть богатыми, здоровыми и счастливыми. И этого можно добиться только самому. Нужно учиться, нужно понимать, что есть хорошая жизнь. И я желаю, чтобы вы всегда были мудрыми, всегда создавали причину счастья, здоровья и благополучия. И всегда избавлялись, убегали от негативных действий, речи и поступков. И в результате, получается, вы будете радостно, счастливо жить вы сами и ваше окружение. И я призываю к этому вас. В ночь с 26 на 27 февраля в местечко Хембельдере в национальном парке за стадионом Хуреш по древней народной традиции будет проводиться шаманский обряд Сансалер, провода года огненной обезьяны и встреча года огненного петуха. Обряд проведут шаманы организации Тостер, Тенгри, Угер и Дюнгюр. Начало обряда в 4 часа утра. С шаманскими бубнами и алгышами будет проводиться ритуал очищения и кормления духа, огня и земли с подношениями и угощениями миру наших предков. Это сильнейший древний обряд очищения духа, души и тела, открытие белой дороги, привлечение удачи, семейного счастья, благополучия, богатого урожая, плодородия и сытого скота. Пройдет встреча первых лучей солнца с молитвами, чтобы небеса даровали год без стихийных бедствий и потрясений. Пришедших ожидают также национальные игры и состязания и обряд приветствия с поклоном к старшим. Для пришедших будет организован горячий чай с молоком и сладостями, а в теплых палатках можно будет согреться. Сейчас мы прервемся на рекламу, после чего мы узнаем, что сулят звезды знаком зодиака в год красного петуха. Новая весенняя коллекция от Оджи уже готова порадовать вас разнообразием стилей и ярких красок. Примерь свой новый лук в Оджи. Внимание, теперь и мужская линия. Оджи. Любовь – это подарить ей шубку ее мечты от знатных мехов. С 24 по 26 февраля в СК Субидей города Кызыла.
Здравствуйте! В студии Вера Кочинова. 28 января 2017 года наступает Новый год по восточному календарю. Этой ночью обезьяна передает свои полномочия огненному петуху. Петух – символ яркий и жизнерадостный. Он обладает веселым нравом, но при этом у него довольно требовательный характер, поэтому весь год нужно быть начеку. Ну а сейчас я расскажу вам восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2017 год. Поехали! В год красного огненного петуха Овнов ожидает немало интересного, ведь предыдущий год обезьяны научил вас многому – и справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями и выходить сухими из воды. Начало 2017 года подарит энергичным Овнам массу возможностей. Это же относится и к вопросам карьеры, предложений будет очень много. В общем, на весь 2017 год петух советует – голова должна быть всегда трезвой, и Овны ни в коем случае не должны расслабляться. В 2017 году тельцы могут смело претендовать на звание самого удачливого знака зодиака. Вам поступит море выгодных и соблазнительных предложений по службе. Правда, взбираться по карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много. В середине весны ожидаются визиты дальних родственников, так что поспешите наполнить холодильник разными вкусностями. Так как близнецы являются самым легкомысленными из знаков зодиака, то красному петуху, который будет властвовать в 2017 году, вы будете по душе. В апреле 2017 года, да и в мае тоже близнецам желательно чаще отдыхать. Неважно, что это будет. Устраиваете ли вы фантастическую вечеринку в стиле готики или ужин при свечах. Июль подходит для переговоров и сделок. В декабре 2017 года огненный непоседа одарит близнецов хорошей должностью, которая не терпит суеты и беготни. Раки весь 2017 год будут под защитой и опекой. И петух советует: хватит раскачиваться, пора включать скорость, все хорошие должности вот-вот разберут. Июнь и июль в год красного петуха принесут ракам много возможностей, и все начинания приведут к хорошим результатам. В августе ракам следует всерьез задуматься о своем здоровье. Львы, запаситесь терпением и выдержкой. Фортуна будет ходить за вами по пятам. И иногда вам даже захочется убежать, настолько все будет чудесно. В июле 2017 года львы смело могут искать себя в творчестве. Красный петух поможет львам и в бизнесе. Всю осень львы могут не снимать розовых очков. Все равно ничего не изменится, и жизнь будет только радовать вас бесконечными сюрпризами. Девы, у вас весна пройдет на позитиве. Лето желательно посвятить отдыху. Конечно, звезды не призывают дев забыть о работе и любимой даче, но горбатиться на огороде или на службе круглыми сутками ни к чему. Осенью 2017 года настанет пора серьезных действий, так что вперед и с песней на работу. В декабре вас ждут приятные встречи с давними друзьями, да и с коллегами отношения заметно улучшатся, вплоть до того, что вы захотите пригласить всех сослуживцев к себе на Новый год. В начале весны непоседливые весы найдут себя в творческой деятельности. Весам красный петух устроит много сюрпризов. С марта по май вас ожидают приезды дальней родни, встречи с давними друзьями. Если на лето весы уже запланировали отдых, то их ждет незабываемая поездка. Хозяин 2017 года избавит скорпионов от неприятностей любого рода. Порой скорпионам будет настолько скучно от идеальной жизни, что они сами начнут искать себе проблемы. В марте вас приятно удивят сюрпризы в финансовой сфере. Летом скорпионам можно подумать о смене деятельности. Если вы решитесь открыть свое дело, то можете считать, что удача уже в кармане. Стрельцы. Красный петух на весь год возьмет над вами шефство. Весна запомнится стрельцам множеством интересных встреч. Вас ждет успех и признание в любой сфере. Все зависит от вашего настроения. Награды и почести будут сыпаться со всех сторон. Вы с легкостью можете завоевать звание лучшего учителя или самого честного политика города. Летом неплохо поднапрячься и заняться воплощением давних планов. Бизнес пойдет в гору. А стрельцам нужно всего лишь собрать вокруг себя надежную компанию.
Козерогов ждут сюрпризы в новом году. Особенно удивлят финансовые ситуации. Вы будете востребованы как никогда. Проявите, наконец, таланты, и ваш труд будет по достоинству оценен. В сентябре, да и в октябре тоже козероги будут чрезвычайно обаятельны. Поклонников у вас прибавится. Так что флиртуйте, заводите романы и просто радуйтесь жизни. Переживать водолеям не о чем. Петух – консервативная птица, но если уж задумал какие-то перемены, то все они будут приятными. Личная жизнь также сложится неплохо. Семейные знаки воздуха будут купаться в любви и обожании своих родных, а холостые водолеи познакомятся с Купидоном. Материальных проблем у водолеев не будет. Осенью 2017 года водолеям желательно направить усилия на улучшение жилищных условий. В год петуха очень важно проявить таланты, и рыбы сделают это с великим удовольствием. Представители вашего знака подарят миру новых художников, писателей и поэтов. Развернуться в творческой сфере подопечные Нептуна смогут уже с начала весны. В любовной сфере весна подарит свободным рыбам много встреч, свиданий и романов. Лето 2017 года запомнится рыбам частыми путешествиями. Это был восточный гороскоп на 2017 год для всех знаков зодиака. Ну а теперь я расскажу вам, что нам сулят синоптики на 26 февраля. Но сначала о нашем партнере магазине «Уна», в котором вы можете найти большой выбор вкусного и полезного чая, ароматного кофе, настоящего шоколада, джема, варенья из трав, ягод и плодов, леденцов и других вкусных товаров. А консультанты магазина помогут выбрать и красиво оформить ваш подарок к любому празднику. Приходите в торговый дом Алексеевский на 2-й этаж и по адресу Кичиола 9. Не знаете, что подарить на праздник? Есть идея! В магазине «Уна» большой выбор полезного чая, ароматного кофе, шоколада, варенья и других вкусных товаров. Мы поможем выбрать и красиво оформить ваш подарок к празднику. Магазин «Уна», торговый дом Алексеевский, 2-й этаж и Кичиола 9. Сделай подарок со вкусом. Теперь о прогнозе синоптиков. Завтра, 25 февраля, в Кызыле переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром минус 16, минус 18 градусов. Днем в столице и окрестностях 7-8 градусов ниже нуля. Ветра не ожидается. К вечеру похолодает, на термометре от 12 до 16 градусов мороза. Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. На этом все. Поздравляю всех жителей Тувы с наступающим Шага. До встречи! По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 25 градусов, днем минус 12. В Бородане ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 25 градусов, днем минус 13. На Полке погода ясная, без осадков. Дует ветер. Температура воздуха утром минус 5 градусов, днем плюс 3. В Танзве ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 5. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом у меня все. Новости нового века вы можете всегда посмотреть на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Далее наш эфир продолжит программа «Скажем, покажем». Все самое интересное впереди. Оставайтесь с нами. Телекомпания «Новый век» поздравляет всех жителей и гостей столицы с предстоящими праздниками.